Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Управление по делам религии Турции действует в 102 странах. Отделение управления по делам религии Турции действует в 52 странах мира, а в 38 государствах задействованы атташе по религиозным делам. Управление было основано в 1924 году, а с 1980-х начало оказывать услуги за границей. При содействии посольства Турецкой Республики в Кыргызской Республике Фонд по делам религии Турции оказывает помощь нуждающимся в Кыргызстане на фоне COVID-19. Во время Рамазана по линии Фондом по делам религии Турции продовольственная помощь оказана в количестве 1020-килограммовых коробок нуждающимся на территории Кыргызстана. Биринчиден, мындай жардамды биз эң жогорку деңгээлде баалайбыз. Биз билебиз, мына тарыхый түрк элдери бүгүнкү күндөгү мамлекеттердин кеңешчилери дагы бар. Биз түрк элдери менен карым катташыбыз тарыхый. Ошондуктан биз качан болсо дагы түрк элдери бизге момундай жардамдарды мындайчасын айтканда берип турат. Биз билебиз, ушул мечитте дагы ушул жерде Эрдогандын жана Туркиянын муфтийи келип туруп, ушул мечитте кыргыз элине белек катары салып, бул жерде мусулмандардын ыймандуулукка, арулукка, ушундай эле ынтымак, биримдикке чакыруу боюнча ушундай бир чоң суммадагы акчага бул мечитте да салып кетишкен. Биз бул нерселердин күбөсүбүз, биз ушул жерде өзүбүз катышканбыз. Ошол эле мезгилде момундай гуманитардык жардамдар ар тараптуу колдоо иретинде келип турат бизге. Биз бул гуманитардык жардамдарга биз абдан чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мамлекет башчылары бизде мындай карым катташтары абдан тыгыз байланышта. Биз Türk eline abdan çok rahatsızlıkta bildiririz. Elçiliğimizin, din hizmetleri müşavirliğimizin eşgüdümüyle bir kez daha Временный поверенный в делах посольства Турции в Кыргызской Республике Ектан Оян Камиль сказал, что в эти дни мы должны помогать друг другу. Отделение управления по делам религии Турции при содействии посольства Турецкой Республики в Кыргызстане в этом году не забыло кыргызстанцев. Сегодня с участием представителя руководства Кыргызстана, советника по делам религии при посольстве Турции в Кыргызстане Мюрселем Остюрком по линии религиозного фонда Турции тысячи нуждающимся гражданам Кыргызстана были распределены продовольственные посылки, продукты питания. Хотел бы поблагодарить каждого турецкого гражданина за оказанную поддержку, подчеркнул Ектан Оян Камиль и отметил важность подобных мероприятий, организованных религиозным фондом Турции. В передаче гуманитарной помощи приняли участие также некоторые ведущие СМИ Турции, а особенно доброволец управления по делам религии Турции, известный актер турецкого сериала «Воскресший Эртугул» Меликшах Озен. Merhabalar, sizi Atayurt'ta hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İlk defa geliyoruz düşündüğümüz kadar. Evet. Гость нашей передачи – исполнитель одной из ведущих ролей турецкого сериала «Воскресший Эртугрул» Меликшах Озен. Телезрители телеканала «Пирамида» уже узнали нашего собеседника. Меликшах Бей, наверное, вы в Кыргызстане впервые. Я очень рад посетить Кыргызстан. Мне было очень приятно видеть людей, своих братьев и сестер. Я горжусь тем, что мы помогаем нуждающимся. Мы братские народы. Верю, что наши связи и дружественные узы и дальше будут крепнуть. Yardımda bulunmak benim için kıvanç ve şeref ve sizlerle burada beraber olmak benim için çok büyük bir şeref. Насколько мне известно, на этот раз вы приехали передать пакеты помощи нуждающимся в месяц Рамазан. Не думаете о создании совместных сериалов с кыргызскими кинематографистами и актерами? Конечно, с удовольствием готов, если будет предложение и приглашение. Для меня большая честь принять участие в сериалах у подножья гор Алато, на родине моих предков. İşte Tanrı Dağları'nın eteklerinde güzel projelerde yer almak bizim için şereftir, yani kıvançtır. Наш телеканал «Пирамида» с удовольствием будет транслировать ваши сериалы. Каким образом вы можете помочь в реализации этой идеи?
Eyvallah. Ne de yardımcı olabilirsiniz? Dizilerinizi biz çeviririz burada. Kırgız dilinde televizyona yayınlarız. Ne gibi işler yapabilirsiniz? Почему нет? Я готов с большим энтузиазмом и от души содействовать этому предложению. Конечно, это сразу не разрешается, есть небольшие нюансы, но, думаю, решить нетрудно. Я готов сделать все возможное, чтобы транслировать сериалы с моим участием на кыргызском языке. Уважаемые телезрители, мы вас познакомим с одним из знаменитых личностей, известным человеком, драматургом, сценаристом, публицистом, журналистом, лауреатом Государственной премии Кыргызстана Амир Гаджилы Пахливаном. Он родился 29 июля 1959 года в Нахичеванской автономной республике Азербайджана. Отец был врачом, мать – домохозяйкой. Он окончил факультет журналистики Азербайджанского государственного университета. После работал корреспондентом до 1988 года в редакции газет «Бакы» и «Баку». С 1988 по 90 год работал в газете «Азербайджан Мугалими», а также работал создателем и редактором авторских передач на азербайджанском радио и телевидении. С 1990 года по настоящее время является главным редактором и учредителем газет «Ильхам», «Вдохновение», действующих под эгидой производственного творческого объединения «Итифак Театр». Поэт, писатель, художник, музыкант. Если они являются выразителями духовной сущности своего народа, несут ему слова доброты, красоты, искренности, простоты, отзывчивости, что подпитывает внутренний ресурс человека, расширяет палитру мира множеством оттенков позитивных чувств и действий, делая человека более устойчивым психологически, помогая делать правильные поступки. Амир Пахливан в 1995 году учредил кинокомпанию «Степ ЛТД», где создал ряд фильмов, которые были удостоены премий многих кинофестивалей мира. В 1998 году его фильм «Спасибо» стал лауреатом первой премии в кинофестивале, проводимом в Голливуде. С 2001 года он является членом правления архивного центра «Голливуд». Салам. Как писатель меня очень интересует история тюркского мира, поэтому я написал много художественных книг на эту тему. В частности, меня интересовала история народов Средней Азии и особенно киргизов. Мои книги об эпосе «Манас» и «Земля Великий» вызвали большой интерес у истории и фольклора киргизов. Как известно, Манас – величайший в мире эпос. Произведение является лирическим и поэтическим воплощением духовного единства кыргызского народа с тюркским миром. В своей книге я посвятил баяты образом этого эпического произведения всем топонимам географии Центральной Азии. Манас баятлары написан в жанре фольклора, в нем предоставлены оригинальные художественные образы. Надеюсь, мне удалось сохранить эпический дух. Скорее меня пригласили в Министерство иностранных дел Азербайджана и вручили государственную премию, присланную президентом Кыргызской республики. Затем от имени Кыргызской республики меня пригласили в Бишкек в качестве почетного гостя на международные игры кочевников в Чолпан-Ате. Честно говоря, меня встретили очень тепло. Во время моих встреч с правительственным служащим в Бишкеке Амир Пахливан за заслуги перед кыргызским народом получил, согласно указу президента Кыргызстана, вторично государственную премию.
были обширные дискуссии о работах, которые я написал о народном акын-демократе, певце Тахтакулы Сатылгановой, Юсиф Баласаганлу, и об известном писателе и дипломате Чингизе Айтматова. Вскоре после этого меня снова пригласили в Министерство культуры Азербайджана и вручили очередную государственную премию, присланную президентом Кыргызской республики. После выхода в свет моих книг турецкий султан Нурсултан и эмир Теймур о президента Казахстана. Президент Нурсултан Назарбаев направил мне специальные поздравительные письма и пригласил меня в Астану. Они высоко оценили мои книги. По случаю моего 60-летия Нурсултан Назарбаев прислал мне поздравительное письмо. Все эти успехи были достигнуты благодаря моим заслугам перед турецкой историей и турецким народом. О да, славно вечная песня Твое имя, о да силы Твоей. Ты гордость страны Кыргызстана, гордость планеты всей. Я пришел не случайно, теперь я здешний. Я не вздыхаю тайно во временном прежнем. На память эта стихия, и даже сейчас воспоминаю края родные, зарницы сквозь годом час. Я гадал, суждено ли мне воспеть, когда и где звезд значки веселее, высокие племя людей. Я думал, слова мои эти, шаг в неизвестнее, как в лунном свете. Дорога небесная, дорога зеленая, которая прилегала туда, где хранится сила. В силах затенная мечту моя одеяло небес украла. Амир Пахливан также писал стихи о своих родных краях. Дай мне Кавказ, ты меня зовешь, Азербайджан, ты меня вылечишь, Азербайджан, душа моя горе. Дай мне Кавказ, высокие горы и мрачность глаз, дай мне Баку, пишу о моей горе, о моем горе, о моей горе. Я стою наверху, на ее вверху, а родину пишу, чтобы забыть тоску, тоску своя, а родина петь. Чтобы тоску забыть и любить, и бессмертным быть, петь, где золотая зола, где злоразлом, где гора моя. Самое интересное, что написанные мной произведения издались и в странах Европы. Это была двойная любовь к народам Средней Азии. Моя работа многогранна. Я написал произведения от любви до войны. Много из моих книг изданы на иностранных языках. Книга была моим крылом. С ней я летаю в мир. Книга была моими глазами. Я вижу мир, людей и своих читателей. Книга была моей жизнью. Я была на страницах книги. Книга была моей памятью. До последнего слова свою жизнь я буду помнить в книгах. Только в Украине издано 20 книг. Мэр французского города Нанта Рода Жиль в 2000 году официально принял Амир Пахливана во время кинофестиваля и лично вручил ему награду как победителя Нанского фестиваля. Эти кадры из архива Амир Пахливана, которые были сняты 21 год назад. Напомним, что этот кинофестиваль объединяет в себе 3 континента. Он посвящен национальному кинематографу стран Азии, Африки и Латинской Америки. Проводится он с 1979 года в Нанте, Франция.
Человеческие идеи в моих книгах обогатили меня множеством друзей в каждой стране мира. Друзья, которых я завожу, независимо от национальности, религии, являются самым драгоценным благословением в моей жизни. У русских есть красивая пословица: «Судьба посылает нам родственников настолько хороших, насколько друзья выбирают сами». Мои книги, фильмы и друзья познакомили меня с миром. Несколько фильмов, которые я написал и снял, выиграл кинофестивале. Фильм «Спасибо» про наш флаг выиграл Гран-при Голливуда. Мой трехсерийный документальный фильм «Бакинские нефти и братья Нобели» получил Гран-при и 2 медали фестиваля «Три континента» в Нанте, Франция. В 2001 году в Департамент по культуре парламента Норвегии прошла презентация фильма «Бакинская нефть и братья Нобели». Этот фильм заложил основу вечной дружбы между мной и знаменитой семьей Нобели. Его документальный фильм из 3 частей под названием «Бакинская нефть Нобели» получил высшую премию в кинофестивале «Три континента», проходившем во французском городе Нант. В 2009 году в связи с 50-летним юбилеем делегация из Америки вручила Амиру высокую премию «Посол мира». Он имеет 2 сыновей, которые получают образование в Соединенных Штатах Америки. Жена – доктор исторических наук. Работает в Институте истории Академии наук Азербайджана. Амир Пахливан является автором 75 книг, 4 художественных и 11 документальных фильмов. Издатель 10 романов «Бакинский Нобель», «Судьбоносный Нобель», «Иса Марьям и Сонна», «Разлука», «Посол» и другие, которые были изданы в Европе, в таких странах, как Германия, Франция, Англия, а также в Америке на английском языке. Я мечтаю снять фильм о жизни турок Центральной Азии, чтобы пролить свет на связь между дружбой и братством. Это проповедует, что мир и спокойствие являются основным законом для всех людей. В мире, независимо от религии, расы и национальности. Я люблю путешествовать. Каждый раз путешествую и придумываю новые идеи и ищу следующие. Мое хобби – слушать музыку и проводить время на природе. Когда я нахожусь на природе, я начинаю размышлять более философски, отдаляясь от реальности. У меня много мечты, у меня очень много работ, которые я еще не написал. Я верю в величие Бога. Я тоже верю в концепцию судьбы. Мой отец всегда говорил о том, что нельзя разрушить птичье гнездо. А почему же тогда в социальном обществе люди разрушают свои семьи? Ведь человечество должно развиваться и жить. На чужом горе невозможно построить свое счастье. Такое счастье бывает очень коротким. Как же разумные люди могут наносить друг другу настолько зла? Создается такие впечатления, что происходит всеобщая деградация мозга. Природа не принимает таких негативных изменений и не прощает это даже себе. Может быть, так начинается война между разумными людьми и природой. Я думаю, что проведение, строив войну между
разумными людьми и природой, тем самым наказывает обе стороны. Но все равно в конце одерживает победу природа. Mehterbaşı! Hey hey! Merhaba ey mehteran. Merhaba Mehterbaşı! Meclise seda, yürekler kabarık gözlerde damla. Astu. Millet de beni biliyor. Haydi. Bir tane yeter. Ya Allah. Yürekler kabarık gözlerde damla. Mehteri saygıyla nurla selamla. Yürekler kabarık gözlerde damla. Mehteri saygıyla nurla selamla. Bir huşu içinde dinle gül baktı. Sesleniyor tarih, bu ses uyandı. Bir huşu içinde dinle gül baktı. Sesleniyor tarih, bu ses uyandı. Sen böyle yürürken Tuğla sancakla Türk'ün savaşları geliyor akla. Sen böyle yürürken Tuğla sancakla Türk'ün savaşları geliyor akla. Asırlar boyunca çıkmadı Serhat, doğudan batıya Yemen'den Irak. Asırlar boyunca çıkmadı Serhat, doğudan batıya Yemen'den Irak. Dünyaya karışan dönen yürüyor, Fatih'in kapına şebek yürüyor. Sen böyle yürürken Tuğla sancakla Türk'ün savaşları geliyor akla. Sen böyle yürürken Tuğla sancakla Türk'ün savaşları geliyor akla. Aman başım selamet, tüketmeden çıktım mahallim. Aman başım selamet, viteste yanısına varmadan halim. Aman koptu kıyamet, viteste yanısına varmadan halim. Aman koptu kıyamet. Arkada bir kurşun yarası,
Коротко о провинции Аданы Турецкой Республики. Адана – крупнейший город Турции, административный центр одноименной области, расположен на реке Сейхан в 40 километрах к востоку от Тарсуса и 30 километрах от Мерсина. Численность местного населения более 1,5 миллиона человек. Поскольку он находится в 50 километрах от моря, то является экскурсионным, а не пляжным местом. Сюда приезжают посмотреть старый город, который был основан еще до нашей эры, и остатки которого могут порадовать каждого любителя истории и древней культуры. Сейчас Адана – это крупный промышленный центр со всей инфраструктурой, отелями, высотками с офисами компаний, ресторанами, барами, торговыми центрами, кинотеатрами. Здесь выпускают текстиль, а также различную пищевую и химическую продукцию. Есть даже метро. В настоящее время Адана разделена шоссе Е5 на современную часть города с высотками, аллеями, торговыми центрами, широкими проспектами и старый город, где находятся все достопримечательности, мечети, традиционные рынки и большинство отелей. В окрестностях выращиваются цитрусовые, оливки, виноград, ячмень и другие сельскохозяйственные культуры. В нескольких десятках километров от центра Аданы находится аэропорт Шакир-Паша. До него можно долететь с пересадкой в Стамбуле, Анталии, Измире и Анкаре. Из аэропорта легко добраться в центр Аданы на маршрутке, рейсовом автобусе или такси. Любители вкусно покушать останутся в восторге от знаменитого блюда Адана-кебаб, приготовленного на углях из фарша барашка с красным острым молотым перцем. В Турции существует масса разновидностей кебабов, но в традиционной турецкой кухне Адана-кебаб считается наиболее популярным. Бисмиллахи рахмани рахим.
Аллахума солли ва саллим набийина Мухаммад. Я Аллаху, я Рахману, я Рахиму. Сансыз шексіз мақтаулар Алла Тағалам болсын. Аллаға шүгірлер болсын. Алла Тағалам бізді ушинтип Рамазан айына жеткирген айлардың султаны. Құдайға шүгір, мына азыр барыз ороза қармақ атабыз мұсылмандар. Алла Тағалам қабыл қылсын орозды. Ифтарлар болып атат, Алла қабыл қылсын, ким ифтар өткөрсө. 95 жылы ушу 20 хуторда медреседе илим алдык. Ошо жерден Аллах бизге намаз үйрөттү, Куран үйрөттү, алифбеттен эчтеке билбейт элек. Биринчи устаздарым Алла разы болсун, ошо разымын. Алар өтүп кетишти, бирок бейиштен жаннаттан орун берсин иншалла. Аялы да, күйөөсү да бизге, кыздары да үйрөткөн, бизге илим үйрөткөн. Ошо жерден мен кыздарым да илим үйрөнүшкөн, иним да, сиңдим да ошо жактан үйрөнүшкөн. Алхамдулилля, биз үй бүлөбүз менен Ысыкөлдүкпүз, но баарыбыз машалла намаз окуйбуз, баарыбыз дин менен жашайбыз, Куран менен жашайбыз. Алла Тааланын ырайымы. Бул Алла Таалам жакшы көргөн адамын исламга алек кылып коет. Күнү түнү дин менен эметип коет, алып уруштуруп коет да. Кудайга шүгүр, мына 5 мал намазды тургузуп атабыз. Кудай Таалам кабыл кылсын иншалла. Кыздарым да дин менен жашайт, күйөө балдарым да машалла алхамдулилля раббил аламин. Дин менен келиндерим дагы, инилерим, келинчектери дагы илимдүү машалла. Кудайга шүгүр. Алардын да балдары Куран жаттап атышат медреседе. Кудайга шүгүр. Мына ушу заманыбыз жакшы азыр. Мына ушундай доор, бул жакшы доор болуп атат да азыр алхамдулилля биздин Кыргызстанда. Прямо алтын доор да почти. Мына кааласак жолун салынасың, кааласаң намаз окуйсуң, кааласаң орозо карма, кааласаң Аллахтын илимин үйрөн. Мына үйрөнүп атабыз, Куран үйрөнүп атабыз, арабча үйрөнүп атабыз. Мына биздин кыздар, балдар дагы бүт элдер үйрөнүп атат азыр алхамдулилля. Мечитке адам батпай атат. Жакшы заман болуп атат, Кудайга шүгүр. Аллах кабыл кылсын. Жакшылыктар болуп атат. Биздин элибизге эле, общий элибизге иман берсин, ысап берсин. Бүт жер бетинде адамдарга Азирети Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи Мустафанын бардык үмметине Алла ырайым кылсын иншалла. Ар бир үйдө ата-эне сүйүнсүн иншалла. Ушинтип балдарым намаз окуп атат, орозо кырмап атат деп мага ушуп сыймыктанып жүрүшсүн. Кудайга шүгүр. Алхамдулилля, ушундай күндөргө жеткиргенине шүгүр. Кыяматка чейин Алла Таалам Куран нуру менен тарбияласын баарыбызды иншалла. Алла ырайым кылсын. Ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах. Акыркы сөзүбүз болсун иншалла. Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, алхамдулилля раббил аламин. Меке Мединага чакырсын. Бала чакамды, небере чөйрлеримди, зурияттарымды Куран нуру менен тарбияласын. Аллахумма солли ва саллим набийна Мухаммад ва алейхи сайидина Мухаммад. Поздравляем вас с наступившим Рамазаном. Вот сегодня мы находимся в таком прекрасном месте. Нас пригласили на ифтар. Компания Хиса бин Зайд. Здесь собрались все женщины. Были приглашены женщины на ифтар. Прогрессивные деятели кыргызского общества. И вместе с ними и со всеми мусульманами мы празднуем этот Рамазан. Месяц добра, милосердия. Месяц, когда мы должны делать хорошие дела, друг другу делать, помогать бедным, делать ибадат соответствующий. Поздравляю всех мусульман, желаю всем крепкого здоровья, чтобы все хорошие начинания во имя процветания нашей Родины все осуществились, для того, чтобы мы, наши дети и все мусульманское общество процветало в этом обществе. И желаю всем крепкого здоровья, чтобы никто не болел, чтобы это нехорошие вещи, связанные с пандемией, с современными болезнями, обошли нас, наше общество и всех мусульман. С Рамазаном вас всех здоровья, всем успехов. Поздравляю вас.